сегодня я буду говорить вам именно тех вещах, которые реально необходимы для вашего что? Бизнеса. Без них не обойдетесь. Описание структуры и бизнес-процессов. Это непростая штука. Описание структуры и бизнес-процессов. Внутри вашей организации, вот это ваша организация, так? Скажем, это ваша организация. Когда вы начинаете делать бизнес, с одного человека делать бизнес будет тяжело, правда? В будущем может быть, в будущем можно, потому что роботы можно нанимать. Если вы хотите сам один работать, вы уже предприниматель, сам что-то делаешь и так далее. Но если ты хочешь бизнес строить, это в одиночке не строишь. Как бы ты ни хотел, в одиночке это не строится. Нужна команда, нужно понимать это и так далее. Теперь внимание. Но когда мы начинаем делать с вами бизнес, обязательно что происходит? Внутри этого бизнеса есть люди. Согласны? Есть люди. Вот она. Это люди куда-то что-то делают, куда-то двигаются. Правда? Внимание. Внутри бизнеса есть люди. А что еще есть внутри? Продукт есть. Очень много продуктов двигается туда-сюда. Товар, товарные материальные запасы, сырье. Так, готовая продукция. Это все двигается. Так? Теперь, еще что двигается внутри организации? Документы. Документы двигаются. Документы. Давайте вот так их нарисуем. Вот так. Документы двигаются. Правильно? Документы постоянно в движении. Туда-сюда, отчеты, вот документы, накладные, товарные материалы, накладные и так далее. Все они куда-то двигаются, что-то. Еще что двигается внутри? Деньги двигаются. Деньги идут туда-сюда, от клиента к нам, от нам к поставщикам, правильно? Бухгалтерии идут, там закуп идут, что-то делается. Вот она, склад товара ушло, вот она. Вы представьте, что происходит внутри, какая-то кошмар творится. А еще что происходит внутри? Налоги внутри двигаются. Это деньги же. Вот. Еще внутри что происходит? Информация. Информация двигается. Если вот так нарисую, понятно, что это информация? Нормально? Вот. Информация двигается внутри. Внутри организации двигается информация. Вот. И теперь кому-то что-то вовремя не сказал. Кто-то кому-то что-то не донес. Кто-то что-то не понял. Так или не так? Люди же постоянно что-то говорят, что-то делают. Кто-то что-то просто не понял. Бывает же так. Кто-то кого-то не донес, опоздал, не так сказал и так далее. Вот это все каша-маша внутри вашей организации. И эту кашу-машу, начало-конца найти, это все вам придется сидеть думать. И за все это кто несет ответственность? Руководитель. Это вы. Если вы не контролируете все это, что произойдет? Воровство, хитрость, обман, просрочка и так далее, и так далее. Если вы это не можете упорядочить, соответственно, итоге за это придется платить вам. В конце концов, это из ваших карман оплата. Вы этому согласны, вы этому не согласны. Это вам по душе или не по душе, но это факт. Согласны? Итоге, в конце концов, проиграет кто? Хозяин. Потому что этот сотрудник могут уволиться, уйти. Этот сотрудник, в конце концов, ну ладно, он работает пока ему выгодно. Он работает пока его устраивает. И как это все перестанет ему устраивать, он уходит. А потом это все придет на вашу голову. И вам придется это все равно платить. Кто понял? Это брак? Чей брак? Твой. А у меня к вам такой вопрос. Туалет грязный. Кто виноват за это? Руководитель. Кто понял? Туалет не убрано. Кто виноват? Руководитель. Я это специально взял, слово туалет. Я специально взял это, чтобы вы поняли, что даже до туалета это вы виноваты. Не сотрудники. Потому что вы не того человека нанимали, вы не тот график давали, не тот процесс писали, не так поставили его работу. Здесь в чем суть? Вот она. Пожалуйста, то, что я сейчас пишу, очень важная вещь. 96% проблемы – это недоработанная система.
всего 4% это человеческие факторы. А мы что делаем с вами? Мы думаем, что все является человеческий фактор, правда? Мы все опираемся на человеческий фактор, и мы говорим, да, я ему сказал, он не понимает, он не делает, он не осознает и так далее. Мы наоборот начнем обвинять других людей и постоянно думать, что как будто они не то делали. На самом деле проблема не в людей. Людей нет этой проблемы. А вот это все, кто собрал этих людей? Вы собрали их, так? Теперь, неважно, он крутой, немой, хромой, неважно, ты его собрал. Кто понял? Он умеет, не умеет, ты его собрал. А теперь внимание. Но если ты не дашь ему, как правильно делать, тут кошмар. Тут реальный кошмар. Вот представьте, да, вот это все постоянно в движении находится. Они же на одном месте не стоят. И поэтому нужно очень грамотно и правильно в бизнесе создавать хорошую структуру и четко описывать каждый деталь, чтобы потери ушло. Потери уменьшилась. Иначе дело не пойдет. А потом, когда они не то делают, мы злимся на них. Мы говорим, ты что, сам не понимаешь? У тебя что, голова или тыква, что там? Как мог так? Как мог так? Еще, знаете, мы орем их, кричим. Так же? А на самом деле, кому-то что-то вовремя не сказал, кто-то кому-то что-то не донес, кто-то что-то не понял. Так или не так? Люди же постоянно что-то говорят, что-то делают. Кто-то что-то просто не понял. Бывает же так. Кто-то кого-то не донес, опоздал, не так сказал и так далее. Вот это все каша-маша внутри вашей организации. И эту кашу-машу, начало-конца найти, это все вам придется себе думать. И за все это кто несет ответственность? Руководитель. Это вы. Если вы не контролируете все, что произойдет? Воровство, хитрость, обман, просрочка и так далее, и так далее. Если вы это не можете упорядочить, соответственно, итоги за это придется платить вам. В конце концов, это из ваших карман оплата. Вы этому согласны, вы этому не согласны. Это вам по душе или не по душе, но это факт. Согласны? Итоги, в конце концов, проиграет кто? Хозяин. Потому что этот сотрудник могут уволиться, уйти. Этот сотрудник, в конце концов, ну ладно, он работает пока ему выгодно. Он работает пока его устраивает. И как это все перестанет ему устраивать, он уходит.